Тот, кто из вас находится в безопасности в своем доме, имеет здоровье в теле, и у него есть пропитание на один день, это подобно тому, что он овладел всем миром без остатка. Клянусь Аллахом, данные слова должны быть написаны золотом. Почему? Спросите вы. Да потому что они открывают тебе глаза на благое, открывают тебе глаза на милости, которыми ты окружен. Ты не забиваешь свою голову размышлением о будущем и не обременяешь себя тем, что от тебя скрыто в будущем. Живи в этот день, день, в котором ты сейчас. Разве это не благо? Так, какой бы длиной ни была жизнь человека, как он ее проживет? День за днем. Есть тот, кто проживает месяц за месяцем. Нет, так установлено день за днем. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, хотел от тебя, чтобы ты посмотрел на благо, которое Аллах тебе даровал. Поэтому сказал: кто бы из вас не проснулся. Так какое значение имеет данная фраза? Сказали: кто проснулся, то есть проснулся в этот день. В этом указание на то, что верующий не должен беспокоиться о будущем. Почему я должен беспокоиться о будущем? Так как будущее во власти у Аллаха. Во власти у Аллаха. От тебя ли зависит будущее? А завтрашнее? Нет. Поэтому не надо беспокоиться о будущем. Оно во власти у Аллаха. Он тот, кто устанавливает порядок. Он тот, кто прописывает судьбу. И, как говорят, промежуток моргания глазом Аллах меняет положение от одного к другому. Поэтому пророк как бы сказал тебе: раз ты просыпаешься в этот день, и у тебя есть довольство, не думай о завтрашнем дне, так как если ты подумаешь о завтрашнем дне, сделаешь свою жизнь беспокойной. Ведь будущее не в твоих руках или кого-то другого. В основе своей означает ли это, что человеку не нужно планировать будущее? Нет. Хадис не об этом. Пророк хочет от тебя, чтобы ты прожил свою жизнь и был занят в первую очередь нуждами данного дня. Эти компоненты составляют счастливую жизнь. Эти три вещи. Удивительно, как пророк собрал их. И нет другого компонента для счастливой жизни. Если хочешь прожить счастливую жизнь, придерживайся данного хадиса.